Мичауланнет. Здравствуйте, дорогие дети и уважаемые взрослые! Сегодняшнюю нашу встречу я начну с загадки, а ответ вы найдете среди предметов в интерьере нашего этнографического уголка. Царь-государь много лет на меня работал, пресный хлеб ел, много лет терпел. Кто еще не нашел ответ, продолжаю. В каждой избе Матрёна без головы. Или еще один вариант. В каждой избе туша быка. Ну, скорее всего, бычка, наверное. И это ступа. Да, действительно, ступа в старину была в каждой крестьянской избе. И иногда даже не одна. Современные дети и молодежь знают этот предмет, скорее всего, как средство передвижения не очень приятной особы. На самом деле ступа – это большая труженица, это кормилица наших предков. Конечно, ни супа, ни каши в ступе не сваришь. Но прежде чем каша или суп появлялись на столе, надо было много работать. Прежде всего со ступой. В ступу сыпали неочищенное зерно, чаще всего ячмень. Также у нас рожь выращивали, овес и в небольшом количестве пшеницу в более южных районах. При помощи песта начинали толочь. Пест – это такая довольно толстая палка, примерно с метр длиной. В середине сделана такая выемка, чтобы удобно было держать. К сожалению, у нас нет такого экспоната. Вы можете увидеть пест на картинке. Иногда конец песта обшивали железом, чтобы утяжелить или же сохранить конец песта от разламывания. А сама ступа выдолблена из цельного ствола березы, нижней ее части, без сучков. Вот наша ступа уже очень старая, но все-таки дерево было, наверное, очень крепкое, здоровое, и до сих пор сохранилась кора. И хозяйка вот так вот начинала толочь. Процесс этот очень нудный, утомительный, долгий, поэтому зачастую к этой работе привлекали подростков. В результате толчения шелуха отделялась от зерен, и зерна частично измельчались, и крупа готова. Все, что тут оставалось, высыпали какую-нибудь емкость, выносили на улицу и веяли, то есть очищали от шелухи. И можно было уже из крупы оставшейся варить или кашу, или заправлять супы. В традиционной коми-кухне супы чаще всего заправлялись крупами. Ячменной крупой чаще всего заправляли или делали начинку из ячменной крупы для коми-шанишек. В этой ступе измельчали не только зерно, но и семена конопли или льна, где выращивали эти культуры, чтобы в дальнейшем получить масло. И также
измельчали здесь солому или пихтовую кору. Ну, взрослые, наверное, знают для чего, а для детей скажу. Не всегда хватало хлеба, то есть муки, у крестьян, особенно бедных, до следующего урожая. Были и голодные годы, неурожайные, были и тяжелые военные годы, поэтому приходилось есть зачастую суррогатный хлеб, то есть хлеб, испеченный из муки соломенной, пихтовой, вперемешку с настоящей мукой. Вот такая ступа кормилица. А еще она забавница. В старину на посиделках молодежь, девушки и парни использовали этот предмет для своей игры. Игра таки называлась гыр-юр. То есть нужно было в этой игре голову опускать в эту емкость. А сегодня наши юные посетители, дошкольники, школьники с удовольствием играют в эту игру. Мы немножко видоизменили правила игры с учетом, что это дети. Например, мы убрали необходимость стукать по спине, шлепать по спине. Ну а как мы изменили? Сейчас мы посмотрим с вами. Мы показываем эту игру нашим посетителям, студенткам педагогического колледжа, будущим учителям начальных классов. Дословно переводится как голова в ступе. Юр это голова, и перед нами гыр, ступа. Выбирается гыр-юр. Посчитал, да, как и в любой игре, есть свои правила. Отчуд мама не без боти, как луновли сие поти, мыться пачен соти. Выходи, ты у нас знала. Гыр-юр. Так, ты всех девочек знаешь хорошо? Да. А вы вместе учитесь уже давно? Нет, глазки закрывай. Я сейчас на кого-то из девочек покажу рукой. Девочка к вам подойдет, погладит обязательно по голове. Да? Игра же называется гыр-юр. Погладит. И на ушко называет имя гыр-юра. Гыр-юр, кто приходил? Я так понимаю, Таня. А как ты догадалась? У нее шаги, я знаю. По шагам? Да. Ну давай, Танюша, ты будешь теперь гыр-юром у нас. Гыр-юр, кто приходил? Настя. Получится. Ульянушка. Гыр-юр, коли волис. Я думаю, это вы. Да, Пуем стакан воз, он водит, он и воз.